Президент Владимир Путин провел встречу с главой Ингушетии Махмудом Али Калиматовым. Обсудили общественно-политическую и социально-экономическую ситуацию в республике, развитие сельского хозяйства, какая помощь оказывается участникам СВО и их семьям. Добрый день. Пожалуйста. Спасибо. Как в республике? Я смотрю, у вас стабильно. И сельхозпроизводство растет, и промышленное производство подрастает. Ну, сегодня уже могу похвастаться и, как сказать, скромнее, что в действительности сельское хозяйство было в запущенном состоянии. Ну и много было всяких кредиторок, еще что-то. Мы просто собрали и предложили вариант. У вас 16 группов, будет 5. Ну, заработали все. И сегодня, Владимир, урожайность от 15-16. Сегодня в республике овес более 30 центнеров с гектара, ячмень около 40, а пшеница и 40, и 45, а в некоторых районах и больше 50. А кукурузу мы зашли даже за 75. То есть мы собрали общий, если такой взять урожай зерновых, за 280, по-моему, тысяч тонн урожая. Кроме того, мы повысили мелкорогатый скот. У нас он был как бы чуть ли не 0, в ГУПах я имею в виду. Население-то у нас до 300 тысяч. У нас в целом в республике. Да, ну КФХ, личное подсобное хозяйство, и свои, все-таки каждый, кто живет, они сами держат вот это все. Вот. И самое главное оказалось то, что мы под контроль взяли выделение удобрений, семян и привели в юридическую плоскость все отношения. Ну, представь себе, вот в прошлом году, ну, праздник урожая, да? Ну, картошка дошла до 80-85 рублей килограмм. Правительство сработало. Мы довели до 17 рублей, 20-25 рублей. Сегодня до 30 рублей картошку. И в этом году уже мы увеличили посевные. В первую очередь надо людям, что нужно-то? Корзина продовольственная, она должна формироваться как-то. И сработали так, что 2 раза увеличивали на этот год посевные в части картофельных и овощных продуктов. Ну и чтобы сбить цену, очень серьезную цену, которую там поднимали, так скажем, перекупщики, мы взяли и ярмарки стали проводить. Очень правильно. И мы их за год, 22 год, более 30 провели. Надо только условия создавать для людей. Все создали. Мы сделали, как главы района, городов площадку делают. Все заранее мы планируем и по графику идем. А вот перед праздниками Курбан-Байрам, ну, основное население, когда там вот, урожай, то мы за неделю или за 3 дня, прям ежедневно, брали и на 15-20% дешевле, чем на рынке. И я вам скажу, что это сработало, и очень много благодарны. Ну и в силу того, что малоимущих семей немало, мы до 2000 формировали мясо, масло и на Курбан-Байрам, и на Пасху, на Уразу. Мы, значит, каждую поименно, по семьям, ну там главы администрации сельских поселений, и религиозных привлекали, и имамы, вот они давали списки, и мы прям вот по районам развозили волонтерами, вот. И уже после того, как у нас есть, конечно, особое внимание уделяем СВО, кто участники наши, каждой семье. Вы привлекаете духовенство, да? Нет, духовенство привлекаем, естественно, и особое внимание уделяется тем, что когда у нас и мобилизация была, и сейчас вот по контракту мной было принято решение, Ребята по контракту идут, да? Идут, потому что все-таки самое что дорогое у нас, ну, земля. Через парламент внесли поправки и выделение земли. Вот кто контракт заключает, и кроме того 100 тысяч рублей. Это было сделано, вот, мы с фонда, так скажем, у нас есть фонд, вот, и когда
Приходит человек на службу, оттуда приказ приходит, на довольствие его ставят, подтверждение, ну, приходится все-таки правильно юридически все это. И после этого, значит, приглашаем семью, вручаем свидетельство на землю и сумму денег. А в целом общественно-политическая ситуация, социально-экономическая ситуация, она в республике достойная. Я знаю. Махмуд Али, тем не менее, вот стройка немножко припала у вас вот, по документам. Имеется в виду квадратных метров. Ну, может быть, у нас в стране, наоборот, бум строительный. А что? Ну, и в прошлый раз вы мне даже подсказали, ну, малоземелье. Но нет у нас возможности строить, у нас же частное в основном-то, да, а потом более 500 судов. А что такое? Ну, беда с землей там много наносного. Нарушение, да? Вот это все вещи административного характера. На самом деле, то, что вы говорите по нарушениям в сфере землепользования, это отголоски того, что еще было, наверное, раньше, связано с нарушением норм соответствующих и интересов людей. В конечном итоге все это сказывается. Абсолютно. Все наследство досталось. Могу сказать, что при правительстве этого не происходит. А в наследство попалось, ну, представляете, вот я недавно, 16-го года получаю решение суда. С 12-го года я должен выделить 240 квадратов. То есть там, это такое... Надо смотреть неформально, с тем, чтобы обеспечивать интересы людей, которые проживают на этой земле. Вы знаете, Владимир Ильич, вот вы поставили задачи, да, и мы внимательно ведь, и каждый, и я, и другие руководители субъектов, мы же общаемся, и мы ведь видим алгоритм направления, цели, задачи.